Огненные строки от Рустема Зарипова. Шанс. Полночь, сон пропал. В душе эмоции вплеск. Радио включаю, а там шум и треск. Чую, наше классное красное руководство переходит в иное уродство. Вышел на волну, где татарская речь. Говорят, наш корабль уже дала тесть. А потому не грех на жизнь роптать, очернить прошлое, даже оболгать. Вопить про свободу можно навзрыд, о суверенитете громко запеть. И пока Щерин, быкуя, сопит, дегенератам на руку карманы набить. Доить до упора, пока живет село, скупая подешевка там молока, и, добавив в общий щан всякую гадость, продать подороже городским на радость. 1 000 000 голов свиней для татарских селений, пусть визг накроет соловьиных трелей. Проникая вглубь земли их моча и кровь, обернуться привкусом ратниками вновь. Плюнь на экологию, химпром развивай, онкоцентров придачу всюду открывай. И то, и другое выгодное дело, дышится свободно, когда бабло приплыло. Начни свой приход с храма для веселья, а слабо воздвигнуть его в виде мавзолея, на примере гробницы крутого фараона, как пирамиду, во благо народа. А там вино рекой, а на сцене девки порхают в каблуках, естественно без юбки. Конкурсом красоты сей кипиш назови, а в качестве гостей корешей позови. Подножье Кул-Шарифа заросло травой, где когда-то кровь разливалась рекой. С грохотом и треском там рок-концерты устрой, чтобы запахло раскаленной сковородой. Пусть души шахидов попрыгают, как горох. Это же умора, такой переполох. Ожидавшим рая устроить сущий ад. Это же тонкий юмор на фееричный лад. И пивных праздников запусти туда ж. Пускай споет алкаш и запляшет бомж. Гвоздь программы конкурс «Золотая попа» для девушек мокрых, в том числе от пота. Пусть во весь рост станет каменная вава в Парке Победы, и что в сарафане за ее победу в межнациональном браке. И запишут тебя сразу в толеранты. Казани на Баумана еще декабристов, в дворцах засели писатели, журналисты. И от ДТК глаз не оторвать, не лучше ли эти здания отнять и продать? Лишать языка народа этого мало. Вымести мелость из песен, вот что надо. Чтобы ушло на дно его последний плод, зарыть все, что ценно, дрянью из 3 нот. Бафомет заждался памятника из бронзы. Достоин внимания также Иван Грозный. Возродить спешит цитадель его спецназа, отправной пункт татарского инкираза. Помни об искусстве, про литературу. Графоманов разных утверждай за гуру. Прикрыть их бездарность просто, мандатом, по партийным спискам избрав депутата. Приласкай самых безликих лизоблюдов, тех, кто выплывает со дна и уже не тонут. Возвеличить тебя они будут радой, и не отшибе, а на площади свободой. Как воина верхом на белом скакуне, на месте памятника Ленину и с уздой в руке. Пора и дом снести, где жил, творил Тукай. Поворчат и стихнут, ведь менталитет такой. Если кто из челядей западет на место для своего отпрыска на чье-то кресло, у того в год семьи как раз сын родился, и жена не выписалась еще из больницы, волосок из твоей брой пусть не дрогнет. Выгни парнишу сходу и пусть запомнит, что ты хозяин здесь и сейчас, ты есть закон. Он мелюзга, молекула, пуще того атом. А вдруг кто начнет тебя с чем-то мешать? Грешки твои какие напоминать. Не стоит отвечать таковым прилюдно хлестко. Стелить нужно помягче, а вот сажать жестко. Если его зовут Хаким, мудрец, подкинь дары. Если звать Ирек свободой, отправь на нары. Учись щучности и сети плести. Управлять народом проще, лишив его чести. Пункты наставления должны дойти вроде. Успеешь крикнуть «за», окажешься на троне. Жизнь дается раз, и этот мир прекрасен. И вдруг кто-то завопил: «Я на все согласен». В ту секунду мой радио слетел с волны. Крути не крути, в эфире опять шумой, гаммой. А может, источник той пристранной речи
переносится прямиком в адские кущи. До сих пор не понял, была ли той уткой, может, шел спектакль или злая шутка. Наш «Титаник» тогда был еще на плаву, потом путь из СССР пошел ко дну. Вряд ли забуду я то оповещение. Кажется, проморгал крутого соглашения. Неужели упустил момент, свой шанс попасть выводком своей с челядью в книгу Forbes? О памятниках. Одни тырят со злорадством. Все чужое, даже подвиг. Все земное благородство им хочется заткнуть, затмить. А поляки — народ с честью. Их не купишь на подачки. Их нельзя обмануть лестью. Дрессировка неподвластной. В Польше татарин в фаворе. Памятник его прекрасен. Он свободен, он на коне, вооружен, но не опасен. И на родине в Казани есть памятник татарину. Он босой и полуголый, рвет оковы с грозной миной. Наша доля. Царской воле цену зная, полюбили Николая, что за стан и что за брови лихо правил нами он, и попил народной крови, с глаз долой из сердца вон. Нам в 17-м в ту осень был Ильич по нраву очень, что за лбище и глаза, симпатична борода. Обманул нас тот подлец, заманил всех он свободой, пламя бесова без брода, опозорились в конец. От мытарств устали мы, поклонились Сталину. Устоять перед ним нет сил, нос орлом, усы буденным. Взгляд колючий и студеный, резал, вешал и косил, по костям ходил по нашим, и пропахли мы парашей. Не впервой уж нам быть битым, и влюбились мы в Никиту. Закружил он нас слегка, белобрысый лыс башка, кукурузой закормил, Андриана поженил, речь толкал в охват свиньей. Нахрена он нам, долой? Нам на прошлое начхать, стали Леню обожать. Бров мощняк, густа, толста, что за грудь, что за уста. Орденов пораздавал, всех подряд он целовал. Не генсек, а, скажем прямо, символ глупости и срама. Счастье выпало нам снова, в трансе мы от Горбачева. Чуть не протянули ножки, разглядев, остыли трошки. Наш любимый царь Борис, ты поди с ним поборись. Речь складный и пространный, но повел себя он странно. Нынче наш любимый Путин, все прекрасно. Дальше шутим. Перевод Акрык из татарского стихотворения «Газаплы Гишек» из книги «Апельсиновый ветерок». Таклиды подражания. В годы нашей юности в ходу была эпиграмма о обращении Якова одного видного советского поэта другому. «Я Евгений, ты Евгений, я не гений, ты не гений, я говно и ты говно, я недавно, ты давно». На базе того перла решил испробовать свое перо. Из письма автора знаменитой книги «Государь Макиавелли» Николаю II. «Ты, Колян, и я, Никола, спою-ка тебе с гондолой. Если б вник в государя, не пропал бы ты зазря». Решать, кто кому обращается в последующих эпиграммах, представляю его величество читателю и слушателю. «Я Вован, и ты, Володя, я кабан, и ты, садюга, ты душитель, и я гад, ты народа, а я баб. Ты Иосиф, и я Йося, лапчатых мы оба гуся. Ты широк, и я велик, шито-крыто, нет улик. Ты Никита, и я Никита, ты не то, и я не это. Ты дурак, и я дурак, ты набитый, а я так. Эрих, я Леня, не трусь, за Германию, за Русь. Поцелуемся в засос, прямо в губы и нос в нос. Ты Борис, и я Борис, ориентируюсь на бис. Твой преемник молодец, хорошо стрижет овец. Ты Хусейн, я Обама, ты баба, нет, ты баба, и я не баба. Ты повешен, я подвешен, может, встретимся у ада. Ты Дмитрий, ты, я подавно, ты в Москве, я в Магадане. И на последних в духе того же Козьмы Пруткова. Ну как машина Лада Приора. Она не может быть ладной априори. В Татарстане дети в школах родной язык изучали. В Татарстане дети в школах родной язык изучали. Как и русский, 50-50, за неделю часов по 7.
В одно утро в двери классов прокуроры постучали, и криминала не стало, будто и не было совсем. Решалой нации по штату с толстым задом при мандате, попрыгав через пень-колоду, предпочли увязнуть в шоколаде. А чтобы поддержать имидж, всплакнув, чуток погоняли пургу, вякая про шовинизм шепотом и в узком кругу. Гуще овощей безмолвных и побитых с гнилью фруктов нашелся человек в Москве Алексей Ага Венедиктов. Глупцы рвут отношения, а мудрые строят мосты. По-татарски заговорил нынче радио «Эхо Москвы». Мой перевод с татарского народного фольклора. Дашь слабиночку — затопчут. Проявишь нрав крутой — замочат. Будь безликим и конючим, авось правителей заточат. Опять мои стихи. Пушкин. Огонь ревности лют, жесток, лихорадит сердце. Слух и сплетни душат глотку, распыляя с перцем. Пушкину умысел ясен, шел с целью убить. Оба поранились, Дантес умудрился выжить. Бог милостив, спас поэта, уберег от греха, забрав к себе на небо, прославив на века. Убийцей став, свое призвание в гроб он заложил бы, и внимание, тукая, боюсь, не заслужил бы. Зачем и на кой ляд я вру? Все шло по-другому. Он был задирой, и к тому же был на «ты» с фортуной. И как все искал, в чем толк, в чем суть, а также смысл. Решил же поединка исход, закон больших чисел. Свой рассказ «Початок кукурузы». Свой рассказ «Початок кукурузы» отправил я в году 2019 в журнал «Идель». Оповестили из отдела прозы: рассказ хорош, публикуем в номере за апрель. Типичный рассказик, похожий на бред, там оживает Сталин и прекращается треп. 20 экземпляров журнал с тем творением оставляет мне лично, о чем сам главный редактор Радик Сабиров известил по электронной почте. В последний момент рассказ был снят с публикации, изучающим лицом даже запятые из числа контролирующих чиновников подотчетные редакции. Так как все мои обращения о нарушении закона о СМИ в самые разные инстанции попадают раз за разом тому, на кого жалуюсь, то бишь в Татмедиа, я в полной прострации. Миллионеры Татмедиа упорно ссылаются на самостоятельное решение редакции, не обращая внимания на данные, оставивший след моей электронной переписки, без отрыва от какой-то своей медитации. Письма, отправленные президенту Татарстана как гаранту моих гражданских прав, не доходят до адресата. Было бы нелогично, если руководитель его аппарата, являясь еще и председателем Совета директоров Татмедиа с 2013 года, отправит мои жалобы в следственные органы когда-то. Шило в мешке не утаить, правда однажды вылезет наружу, станет известно, кто же в памперсе и в жару, и в стужу. КИСИ, Казанский инженерно-строительный институт. Мы когда-то поступили мы в КИСИ. Помню, сразу разучили вот такие вот стихи. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Пока едет, не доедет, всем нам хорошо. Мы учились, доучились и закончили КИСИ. С этой песней разлетелись, словно птицы в небеси. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Пока едет, не доедет, всем нам хорошо. Наши годы пролетели, словно птицы в небеси. Нас позвали, мы вернулись, и мы снова в КИСИ. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Пока едет, не доедет, всем нам хорошо. Слова и музыка моей сочинил по случаю встречи с однокурсниками. Песня о величии. На ветру одна в зеленом саре, о чем задумалась белая березка. Мне ровно люб чуваш, удмурт, татарин, меня клеймят, чтоб сделать только русской. Что-то я тебя не узнаю, синеокая сестреночка житен. Я не бельмес белиберду твою, по документам русская я лен. Буранишь слабо, в играх твоих усталость. Что случилось зимища зима? Как русской стало, обленилась малость, уж строго не судите вы меня. Все русское кругом, и степь, и даль, медведь, котлеты, баня с самосветой.
Старшему брату ничего не жаль. Бери, брат, все, ведь ты у нас великий. Слова и музыка моей исполнил в аудитории на учебе в высших курсах МВД в городе Киеве при СССР. Ветер перемен всех потряс. Ветер перемен всех потряс. Озвучен новый девиз, а кое-кого пустил в пляс сия благостная весть. Так просто хамелеоном сменит окраску панове. Не впервой дегенератом перерождение заново. Написал в связи с воплями толпы на невеж в отношении Гузели Яхина и Чулпан Хаматовой из-за Зурихи. На женщин с дубинками, петухи-петушки. За это им ничего не будет. Такие вот титушки, такие вот батыры, честь им и хвала. Поднялись на бару с алантом. Никчемность позвала. Асан спикеру написал после прочтения стихотворения поэта, депутата Верховного Совета РТ в течение IV века Разили Валиева Бердамр единственный, посвященный бессменному спикеру парламента Фариду Мухаммедшину. Пока спор на тему и по поводу не сник, давайте-ка отгадаем методом тык. В Бердамре единственном заварающий слог, как на гимн Рустема Яхина ложится стык в стык. Творение сие я вам лел, читая, забыл все на свете, в облаках витая. Кажется, он соткан из чувств нежнейших, не принятелей законов важнейших. Знамо, что в дамках оказалась пешка, не грех ошибиться иногда в лепешку. Но в нем все в ажуре, нет нехватки лишка, и от подобострастия отдает отрыжкой. Поэт больше, чем поэт, при депутатском сане, по крайней мере, так у нас в Татарстане. Ведь мандат меняет голос, тон, осанку. Ну как тут не запеть в честь спикера осанну? Империя. Для взора идиллия, милое зрелище. Словно море волнуется водохранилище. Ширь, синева, прыгают солнечные зайки, кружась и пикируя, балуются чайки. А на дне родники, пульс у каждой свой. Все сильнее давит тухлый водицей слой. Они без солнца, неба, соловья и ивы гибнут в одиночку, наглотавшись илу. Волок. Песня «Волок», слова и музыка моей в исполнении Салавата на конкурсе татарской песни в 2005 году была удостоена почетного диплома и премии «Алтын барс». Имеется в интернете. Упрекают за то, что смотрит в лес, в шапку угодившего волчонка. Бессердечным ни до горьких слез, ни до ран, что в сердце у сиротки. Ведь из шкуры сшит тот малахай, и пропах весь потом живодера. А что для малого волчонка там не рай, вовек не растолковать тугодуму. Хлебом решил подкупить охотник, на его глазах убивший маму. За пазухой припас и ошейник, с думой превратить его в собаку. Упрекают за то, что слишком горд, за то, что рвется в лес, как заводной. Но волок он с рождения патриот, а лес его отчизна, дом родной. Монолог хирурга. Распоровшемуся множество животов и натыкавшемуся на одно и то же, на вопросы, что истина и в чем суть человека, ответы очевидны и так просты, о Боже. Все путем. Сосед сказал: 100 лет живи, тебя он проклял, твой сосед, Алишер Наваи. Я желаю ему прожить до 100. Не против, если 1000 осилит. Стырил миллиарды, пусть теперь нажрется, раз вытащил счастливый билет. Пускай родня, дети живут долго, внуки и внучки пусть жрут, не нажрутся. Имеют право, все схвачено честно, а завистникам следует соткнуться. Желаю в долгой жизни не согнуться. Он молодец, близких обеспечил, что допил он чашу, не захлебнувшись, где кровь и слезы кого обчистил, обесчестил. Он шарил по карманам поколений, о нем пишут поэмы и романы. Он заслужил поклонов, восхвалений в творчестве титульных графоманов. У зацелованных фортуны все лишнее, то, что обобрано, у бедных последнее. За то, что писал в такие строки в кои веки,
Снесли здание, где жил Тукай, всему вопреки. И бомжевал дух Габдуллы несколько лет. Теперь прописан в аэропорту. И там живет. Международный аэропорт Казани недавно стал носить имя Габдуллы Тукая.